Дорогие друзья, остались считанные дни до наступления нового 2026 года. Сегодня мы снова в гостях у хорошего мастера. Здравствуйте, Любовь. Здравствуйте, Юлия. Вы уже 6 лет занимаетесь изготовлением игрушки из ваты. Да. И сегодня мастер-класс посвящен Вот такому Дедушке Морозу. Мы постараемся сегодня успеть его приготовить, да, как бы. такой шикарный Вот Дед Мороз. Дедушка Мороз из Посмотрите, советских. вот еще один Дед Мороз, прямо родом из нашего детства. Да, с Да. нашего Он детства, такой советского. уютный, такой мягкий, такой легкий. И такой красивый. Дед Мороз, и даже вот трудно поверить, что он из ваты. Весь переливается, весь такой, ой, ну такой красивый Дедушка Мороз. И мы будем изготавливать сегодня вот такую версию Деда Мороза или вот такую. Нет, давайте вот начнем с такого, получается. Ну, как бы возвращаемся в наше детство. Это все из ваты. А почему он мерцает? Вот меня всегда удивляло, и это столько сказочности добавляет. Но сейчас Глядя, весь мерцает, переливается, и вот этот дедушка у нас тоже такой красивый. вообще как бы в старые времена использовали слюду. Но сейчас очень много материалов, Современные. да, современных материалов. Здесь мы обходимся просто акриловой краской и лаком. Лак с блеском, тоже акриловый лак. Но это мы В общем, сейчас, лак, получается, он продлевает жизнь еще как бы нашему Да, деду. да, тут То он- есть, смотрите, вот наш дедушка вот этот вот, да, вы его передадите уже своим внукам, Да. и внуки будут правнуки, Дальше и потом прапраправнуки, да, и они всегда будут вспоминать и будут говорить, да, это руками нашей прапрапрабабушки, Да, да, вот хорошо этот было бы. дедушка, да. Вот. Здорово. И современная, действительно, техника современная, да, она, ну, как краски, там, материалы, они позволяют действительно еще продлить. фантазировать, да. Да. То есть ты дальше фантазируешь, и вот, например, у нас слева, вот, если видите, там уже как бы не чисто белая вата, да, а уже с краской, ну, как бы синяя чисхан со своей снегурочкой харчаной. То есть да. у вас техника, она, значит, это вата, клей и плюс еще краски акриловые. Так, давайте начнем. Вот наша основа. Так. Деревянная основа. От этой основы зависит рост нашей игрушки. И вот низ получается для нашей высоты. Вот игрушка, если наша 45-50 сантиметров где-то, да, вот Дед Мороз у нас, соответственно, на высоту мы ориентируемся. И вот, ну, на заказ братья, мужья, как бы можно, мне кажется, любой это может изготовить мужчина. Диаметром ориентировочно вот 13 сантиметров. Высота тоже, вот, как я сказала, 45-50 сантиметров. Можно купить готовый там вот. Возможно, да. Для это всё можно. бумажных полотенец, подставочек. Да, кстати, хорошие, кстати, были тоже заготовочки, я видела по 250. Дальше нам нужна полимерная глина. И вот как бы мы, личико вот у нас есть, да, получается, это все из запекаемой глины. Так, да. То есть вместо пирожков мы печем лица. Так. Вот у нас вот получается личико вот такое получилось. Полимерная глина, она везде, тут инструкция, ну где-то 15 минут, наверное, запекаем. Далее мы его расписываем, ну вот заготавливаем. Для рук у нас будет проволока. Проволоку тоже берем как бы хорошо сгибаемую, но чтобы она одновременно держала форму. Это мы, получается, будем, когда делать скелет, использовать вот типа в таком формате, да? Ну, это сейчас покажу. Дальше требуется крахмал картофельный, клей-момент для приклеивания нашего личика. Тут, в принципе, когда мы будем тело делать, это можно из газеты сделать. Да, как бы вот действительно вы заметили правильно то, что материалов здесь не такой же затратный, в принципе, да, не затратное хобби это. Но сейчас газет не так много, поэтому я Газеты использую. сейчас дефицит Да, уже, сейчас дефицит. И я использую вот такую рулонную бумагу. Сейчас покажем, как дальше делать. Ниточку подготовили и вата. Вата бывает разная. Я тоже принесла два варианта, да. Вот смотрите, какая вот зигзаг вата малыш. Это очень белоснежная. Она прямо очень хорошая. Здесь он уже идет с мелкими. Какими-то вкраплениями. Да, Это не очень хорошая Это вата, не, да? да. Для Деда Мороза я советую вот зигзаг. То есть бывают обычные рулонные маленькие, их, конечно, это мы, получается, будем использовать вот в таком формате. И тогда она у нас сплошняком пойдет. Хорошо. Любовь, вы занимаетесь вот этим хобби уже 6 лет. Как вы выбрали именно этот вид хобби?
так. Первый раз я вообще пошла на мастер-класс. Может, мастерица моя увидит. А Италина ее зовут, она с Галасского Луса. Я пошла, получила базу. Вот мой первый Дед Мороз. Поэтому я вот хочу... Вот именно ваш первый Дед именно Мороз, вот этот первый Дед Мороз. Прям да. первый-первый? Самый первый мой Ой, Дед Мороз. слушайте, ну, знаете, я думала, это вообще как-то так профессионально. Он такой солидный, такой большой Дедушка Мороз. Смотрите-ка. И ни за что не скажешь, что это человек делал первый раз. Да. Угу. Так что, друзья дорогие, внимательно смотрим, повторяем за нашей любовью. Бумагу наматывать мы начинаем чуть ниже, потому что у нас здесь будет личико. Все. И получается, мы пошли, вот наматываем. Посмотрите, какая интересная техника. Она и проста в то же время, и в то же время она ну, требует таких каких-то вот нюансов, да, которые надо в голове у себя держать. Значит, бумага. Бумага или газета. Туалетная бумага подойдет? Нет, туалетная рваться будет. Вот Она, здесь да, более, и она будет такая слишком мягкая. А вот эта бумага, ну она действительно такая плотненькая. Да, бумага Снегурочка пойдет. Имейте в виду, мы же много печатаем, да, все, ну, как чтобы вторичное сырье было у нас. Да. Использованную бумагу можно использовать? Да, Не можно. покупать новую? Нет. Друзья дорогие, у всех на работе есть, ну, просто тонны бумаги использованной. Можете принести и себе домой, пожалуйста, и печь топить, и Деда Мороза лепить. Кстати, вот этим хобби я занимаюсь, не то что вот, я с 19-го года занимаюсь, да, но я занимаюсь периодами, то есть перед волшебным праздником нашим, да, то есть вдохновение именно у меня почему-то наступает перед Новым годом. Ну, конечно, Летом. потому что долгие зимние вечера располагают как-то, да, тем более у нас в Якутии сейчас трескучие морозы по традиции, а может уже и не по традиции. У нас с каждым годом зима становится все мягче и мягче, ну, мне так кажется. Но в этом году зима у нас Суровая. именно такая наша якутская зима. Вот, бумага у нас уйдет, я так полагаю, что ну, не весь рулон, но достаточно много, да? Да, газеты, в принципе, ну газета чем мне не нравится, я ее подготовила, конечно, но руки Ну, печатные, руки пачкаются, да, руки да. пачкаются, то есть это Ну уже- и, кстати, и печатный текст, вот если будем использовать из каких-то там, ну, использованная бумага, на работе вот взяли кипу бумаги принесли, тоже будет немножко руки пачкаться, да, но это не страшно. вот от газеты как-то более такое. Так, В общем, обратите внимание, на вот эту деревяшечку наматывается бумага, она не смачивается, не промазывается никаким клеем, просто вы ее жамкаете Да. в руках и... и кстати, плотненько прямо ее. Любовь, а вот смотрите, раньше ведь на заводах, по-моему, использовали гофрированную бумагу. Вот Да? я не могу сказать, наверное, в принципе, у них тоже такое. Ну, смотрите, вот каталог, мы внимательно его изучим. Кстати, этот каталог у вас именной, кто вам его подарил? Да. Это авторы, да, этого каталога, Это мне художники. на Новый год семья моего брата именно заказала автору. Они знают, чем я занимаюсь. Вот с невесткой они мне такой шикарный подарок подарили с автографом. Это действительно прекрасный, смотрите, вот образец, да, советские елочные украшения. Я очень по-хорошему завидую вам, потому что книга, это действительно, она, ну, скажем, у ценителей, почитателей, коллекционеров тянет на очень хороший такой, знаете, вот, ну, бесценный, можно сказать, да, лот своего рода. Я думаю, что выпуск, там какой тираж-то у этой книги? Там, кстати, ограниченное количество, не такой большой тираж. Да. Поэтому, и этот- слушайте, но не все обладают вот такой вот книгой. Вся история отображена, развитие советской игрушки, начиная буквально с начала Советского Союза, да? Это где-то вот 20-е годы. Слушайте, да, вот они, полярники, моряки, народы СССР, морячки, румяные, Смотрите, нам значит, какого повара, да, 30-е годы, там, 1900. герои сказок, пионеры. Ватная игрушка, она родом из Германии. И Заяц, он вообще такой персонаж, который
но уходит своими корнями как бы очень-очень глубоко куда-то там в века. И с пожеланиями дарили зайцев. Например, если с колоском, то есть в семье желали урожая хорошего, да. И если, допустим, сердечком девушки дарили зайчика на Новый год, значит, желали ей встретить свою любовь, там, ну, вот такие вот пожелания. И зайцев таких вот тоже лепили из ваты. Надо, кстати, на заметку взять тогда. Да, и смотрите-ка, зайчиков. Я почему-то думала, что зайцы это вообще чисто такая пасхальная тема. Оказывается, она тоже достаточно такая новогодняя. Она связана с Рождеством. Тут основу тоже я хочу посоветовать как бы закрепить. Приклеить. Да, приклеить. Вот, посмотрите, вот что получилось. Такая достаточно объемная у нас будет игрушечка, да? Да, получается. Что для капитального. Очень интересная техника. И она достаточно, мне кажется, такая простая, потому что техник изготовления игрушек из ваты, ну, во всяком случае, в рамках нашей программы, это уже вторая техника, с которой мы знакомимся, друзья, поэтому можно сравнить, можно что-то, может быть, смиксовать. Так, мы даем ей просохнуть маленько. Следующий Замотали все это, в принципе, да. Вот, вы же говорили, что мы должны тратить вату какую, да? Да. Которая не особо у нас пригодится в будущем. Под нижний слой, под, ну, скажем, такое нательное. Ага, сейчас мы Вата. как бы должны закрепить наше личико. Поэтому мы здесь заматываем. То есть заметьте, да, то, что мы сверху бумагой не сделали, здесь как бы Мягкая у нас идет. да, Совершенно мягкая у нас получается. И также ниточкой заматываем, наматываем. Ну, примерно голова должна быть пропорциональна телу, да? Ну, примерно вот так прикинуть. Да, вот пока у нас головушка такая, пока вот непонятно, что это головушка. Чего мы сейчас Сейчас сделаем? Все у нас будет красиво. Да. Интересно, вот вы не промазываете нашим крахмалом? Сейчас нет, да, на этой стадии мы ничего как бы этот. Пока Здесь еще только нет. намотка идет, да. Так. Это Дед Мороз, конечно, хорошо было бы, ну, когда вот будем намазывать, да, вот нашим клейстером, чтобы она просыхала. Конечно, поэтапно, да, чтобы у нас поэтапно. это мы сейчас То в есть таком изготовление- ускоренном темпе делаем, чтобы как бы Изготовление показать. примерно вот Деда Мороза сколько должно быть по времени? Ну, Дня 3? так как я ведь делаю это после своей основной работы, вечером, когда придет вдохновение, у меня даже бывает, что 2 недели, неделю. Ну, это Ну, вечерами, по чуть-чуть, да. по чуть-чуть, каждый по раз. чуть-чуть, когда как Ой, бы слушайте, конечно, тогда эта работа требует такого терпения. Да. Такой, знаете, вот очень медитативная такая работа. Она, наверное, вас успокаивает после Место- рабочего дня. Да, это место психолога, кстати, можно прямо и на психологе сэкономить. Мне Любовь вот доверила очень ответственное дело, ну, сделать, скажем так, нанести нашему деду такой новогодний глянец, макияж. Вот. Ну, начнем с того, что мы должны нанести румянец, да, чтобы он не был таким вот бледненьким, наш дедушка. Мы сейчас его вот такими мелками, ну, что интересно, почему-то не берется. Не берется. Как тени, да? Ага. Точки поставите и размазать. размажем. Только быстренько сделаем. Хорошо, Ага. хорошо. Посмотрите, вот фломастером. Фломастеры, кстати, они специальные для творчества. Ой, чего только нет. Смотрите-ка, для нашего, ну, скажем так, времяпровождения. Вот. И мы сейчас дедушке размажем наши щечки. Вот, он же у нас Дед Мороз, поэтому вот этот фломастер мы немножко его растушуем. Так, слегка возьму смело так вот. Так. Носик вот так вот красненький. Ротик. Друзья, ну, в общем, у меня какой-то хулиганистый Дед Мороз получился, посмотрите.
Можно его растушевать? Растушевать. Ну, растушевка, если фломастером вы работаете, поосторожнее, потому что немножко, ну как сказать, он же застывает моментально. Вот, поэтому и носик у нас получился какой-то вот такой вот. Ну, я так думаю, что сейчас попробую, может быть. Нужно иметь в виду, что сверху потом то, что вы вот так вот сделаете, ну, нанесете. Я вот мелком... Ой, оказывается, смотрите-ка, пальцем-то нормально. Не кистью, а пальчиком можно. Вот. Сверху потом все это будет наноситься лаком. Да? Залакируется Дедушка Мороз. То есть, получается, у нас вот то, что мы нанесли, ну, казалось бы, очень такой вот, ну, скажем, непрочный, да, нанесение непрочное, оно сохранится, да, Да. за счет лака. Ну ничего, да? Да. Фломастер, посмотрите, друзья, надо иметь в виду, что он не... Мы не сможем его растушевать, вот этот фломастер, поэтому все-таки надо иметь в виду, что румянец и вот щечки нужно наносить. Так, теперь попробуем вот здесь вот как бы румянец и как, ну, в общем, действительно наносится макияж, вот девчонки, да, посмотрите, вот так вот, вот. Ой, ну вообще здорово получается на самом деле. Я как-то очень расстроилась, а потом... Такой румяный начинает, да? А оказывается, да, Уже- если пальчиком вот так поработать, то все, в общем-то, получается даже очень неплохо, я думаю. Дедушка у нас немножечко такой вот румяный, немножко загоревший. Да, после морей, видимо. Вот такой вот получился. Но, я думаю, неплохо. Вот, сам себя не похвалишь, что называется. Вот. Так что вот такой вот у нас дедушка получился. Так, ну что, сейчас Любовь разведет Картофельный крахмал. картофельный крахмал. Ага, Вот. сейчас я запишу. Здесь вот такие инструменты очень разные, которые вот используются. Посмотрите, вот эта штуковина с какими-то шариками. Это для чего? Вообще любой инструмент потребуется нам. Так, берем личико и приклеиваем на нашу вату. Тоже Ага. смотрим. Немножко поддержим, чтобы у нас клей приклеился. Приклеим момент. Немножко вот так надавим. Держать надо. Я расскажу про крахмал. Картофельный крахмал, здесь тоже лайфхак такой. Получается, берем такую вот приправочку, конкретно вот такую упаковочку, потому что другие брала, у них как-то у меня не получались. Соотношение такое, вот ложка, например, да, вот сыпем крахмал сюда, такое же соотношение холодной воды. Если мы хотим как бы 2-3 ложки, соответственно 2-3 ложки у нас воды. 1 к 1 разводим, ага. И прямо туда кипяток воды, который прямо кипит. Если мы немножко остывший как бы зальем, то у нас не получится такой клейстер. И смотрите, у нас как вот типа киселя получается, вот такое. Консистенция. Ага, такая. консистенция получается киселя. Все, вот у нас готов он. Мы сейчас будем его использовать. Все, личико у нас закрепилось, да? Да. Теперь мы берем, как бы вот ручки у нас будут, да? Смотрите. Вот такие Ручки, да. И примерно Опытный образец наш. 45 сантиметров где-то вот берем проволоку и тоже смотрим, располагаем. Так, я вот так, наверное. Берем половину. Наполовину сгинаем здесь. Спереди. Спереди, да, идем на оборачиваем. обратную. И здесь закручиваем тоже потуже. Но учтем, чтобы вот у нас были ручки одинаковые. У меня одна сторона получилась чуть короче. Вот, видите, сама стою, рассказываю. И вот. И прямо закручиваем его. Очень плотненько. Да, плотно закручиваем, чтобы он у нас не бегал. То есть, смотрите, ручки у нас позади.
получается? Ну, в смысле, крепятся. Да, крепление само, чтобы не на груди было, а на спинке, как основа получается. Наш скелетик вот такой. И обратно его выводим вперед. Да. Смотрите, он у нас вышел. Примерно вот планируем, где у нас будут ручки. И смотрим, устраивает нас длина вот этих ручек, да? Да. То есть они у нас будут немножко согнуты. Вот можем в таком формате как бы подать. Угу. Вот. Хорошо. Здесь тоже берем нашу вату. И Вот что интересно, да, у нас действительно произошла трансформация вот этой игрушки, ну, рождественской, да, которая пришла к нам из-за границы. А в советское время библейские мотивы, они ушли, но зато остались у нас сам принцип изготовления игрушки из ваты, вот, но герои у нас появились наши, советские, да, то есть связанные с идеологией. Вот интересно, Дед Мороз все-таки остался, единственный персонаж, который, ну, такой сказочный, наверное, да? да, ну, я Еще думаю, что Снегурочка да. потом появилась в 30-х годах, помощница Деда Мороза. Вот Снегурочка, она наша, да, российская, ну, русские корни у этой Снегурочки, у этого героя, у героини. 1966 год. Появилась игрушка уже такая промышленная. Да, кстати. Любовь, как вы думаете, почему сейчас появилась тяга к изготовлению такого рода игрушек и вообще вот это ремесло, искусство народное, оно как-то вот сейчас переживает такой вот ренессанс своего рода? Ну, смотрите, они же волшебные такие. Мне кажется, что это... Ну, у старшего поколения это все-таки, наверное, воспоминания, да? Да, Все-таки детские. это семейные какие-то у них традиции, потому Теплые что... воспоминания. Да, были ситуации, когда, работе. кстати, мне приносили прямо на реставрацию. Я как бы не могу сказать, какого года, но... Старинные игрушки. Да, очень старинная игрушка была, пара. То есть Дед Мороз и Снегурочка, прямо там и клеймо было. И это мне прямо страшно было за него браться, но я сделала, и заказчику понравилось. То есть вы прям вот обновили одежду, да? Да, я обновила, но я вата. пыталась сделать все так же, как это было на первой стадии, да, То есть по всем технологиям. В принципе, вот эта вот технология вот изготовления этой игрушки, она сохранилась с начала, скажем, ну, с конца 19 века, да? То есть крестьяне, целые семьи ведь были, да? А потом они превратились в артели по изготовлению такого рода игрушки. А еще город Клин, советский город Клин, там было вот организовано стекольное производство, когда начали выдувать где-то после войны, наверное, бусы стеклянные, как шарики. Как там в песенке-то? Бусы повесили, встали в хоровод. Весело, весело, встретил Новый год. Да, кстати, я видела тоже, мне повезло быть на мастер-класс, называть или как ли. Прямо, ну это было в Венеции, как выдували стекольную игрушку тоже. Было очень красиво. Там лошадка была, кстати. И прям лошадку выдували? Да, выдували лошадку при нас. Это вот как экскурсия была, конечно, но все равно. Вы посетители не пробовали? Нет. Там нам не доверили, потому что там температурный режим, как бы все равно техника безопасности. Это ну да, такие мастера должны быть. Конечно. Да. Потом, видимо, да, это нужно, это все-таки профессия. Да, это уже действительно такое вот, ну, ремесло. А такую игрушку может освоить любой, наверное. Да, это, мне кажется, даже дети справятся с этим да, делом. дети могут справиться. Главное, чтобы они усидчивые были, главное желание. Смотрите, вот мы намотали ручки, как бы дали объем, да, получается. Личико уже что-то начинает проходить, да?